Перед началом заседания депутат Отгур Харазия предложил обсудить информацию, опубликованную в интернет-пространстве, согласно которой гражданство Республики Абхазия получили около 3000 человек. Наряду с тем, что сама информация требует проверки, возникают вопросы в целом к получению гражданства. По мнению Харазия, стоит разобраться и выяснить правомерность получения третьими лицами гражданства Абхазии. Депутаты отметили, что вопросы выдачи гражданства сам по себе остры и предложили заняться им, создав парламентскую комиссию. Спикер парламента Лаша Ашиба предложил данный вопрос рассмотреть на следующем заседании сессии парламента. Это вопрос и национальной безопасности, прежде всего, поэтому люди из профильного комитета его поднимают. Также множество вопросов возникают при повторном получении паспорта, когда люди меняют паспорта. Да? Есть злоупотребление со стороны некоторых органов. То есть в этом комплексе вопросов необходимо разобраться. Я сегодня и сейчас говорю о другом, может, нам это ничего не помешает принять этот вопрос на следующей сессии. Предложение хорошее. Я за то, чтобы его не губить, сформировать, найти, есть материалы, получит наш депутат Кварчи, уже с конкретным названием группы и целями выйти на сессию предстоящую. Далее депутаты перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. Решением парламента в третьем окончательном чтении принят законопроект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете Республики Абхазия на 2022 год. Документ представил председатель комитета по бюджету кредитным организациям Беслан Халваш. Основная суть поправок, которые вносятся ко второму чтению, дополнительно к тому, что было в первом, это увеличение бюджета Министерства обороны на 100 миллионов рублей. Уважаемые депутаты, мы с вами обсуждали свои опасения, эффективность использования этих средств. Мы обсуждали, как они будут, на что будут потрачены эти средства. Мы с вами обсуждали то, что в нашей стране создана рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Пустовалов. В рамках рабочей группы будет приниматься решение по дополнительным расходам, которые будет нести Министерство обороны. Вице-премьер министра финансов Владимир Делба пояснил о некоторых направлениях, куда распределяются дополнительные средства из бюджета. Автодор, разметка дорог и очистка деревьев и кустарников. На самом деле Дорожный фонд Республики Абхазия не имеет полномочий финансировать расходы на обслуживание республиканской трассы. Это забота республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор». С учетом того, что там необходимо надо было делать, эти работы были начаты по поручению президента, и, соответственно, объем финансовых средств необходим на эти цели в той сумме, в которой, здесь предусмотрено. Часть из них уже сделана, наверняка надо обеспечить до конца финансирование. Что касается расходов по 25 миллионов рублей. В бюджете текущего года и так предусмотрены средства на поддержку энергетической отрасли. Добавляется 25 миллионов рублей мы полагаем, что, наверное, этого тоже не хватит, но для какой-то поддержки дополнительной, вероятнее всего, необходимо будет. Хочу сказать о том, что внесенная поправка сегодня в объеме 100 миллионов рублей, если вы обратили внимание, абсолютно никак не представлена в формате обеспечения источника. То есть, если по-другому, откуда взять деньги? 100 миллионов рублей сейчас мы увеличиваем бюджет, понятно, что приоритетность, особая важность, целевой характер, несомненно, будет носить. Но источников же нету этих 100 миллионов рублей. Поэтому мы об этом тоже обсудили на заседании комитета. Что же надо будет делать? Прибегать к заимствованию – это один вариант. Проводить оптимизацию расходов – это другой вариант. Определить приоритетность расходов – это еще один. Но точно были убеждены в том, что если возникнет потребность сегодня, завтра в этих расходах, эти расходы будут полностью обеспечены финансированием. Естественно, мы деньги на эти цели найдем. Депутаты парламента внесли изменения в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания. Согласно поправкам, депутатом парламента может стать гражданин Абхазии с высшим образованием, достигший 25 лет. Народные избранники внесли изменения и в закон о государственной пошлине. Документ представила постоянный представитель президента в парламенте Нателла Ломия. Проект закона предусматривает установление госпошлины за оказание услуг в области осуществления деятельности в области связи.
Закон о связи предусматривает, что деятельность в области оказания услуг связи подлежит лицензированию. За выдачу лицензии необходимо установить госпошлину. На сегодняшний день предусматривает обязательную уплату госпошлины, однако закон о госпошлине не предусматривает размер госпошлины. Проект закона направлен на устранение соответствующего пробела и предусматривает установление размера госпошлины за выдачу лицензии в области оказания услуг связи в размере 50 тысяч рублей. Во втором и окончательном чтении внесены изменения в закон о страховых взносах и платежах в внебюджетные социальные фонды Абхазии. Поправки предусматривают освобождение Государственного таможенного комитета от уплаты страховых взносов с денежного довольствия лиц, проходящих службу в таможенных органах в Пенсионный фонд республики. Должностные лица Гостаможенного комитета, которые выходят на пенсию, получают пенсионные выплаты в соответствии с законом о пенсионном обеспечении сотрудников таможенных органов и их семей. В соответствии с этим же законом средства, которые выплачиваются пенсионерам, выделяются за счет республиканского бюджета. Соответственно, возникает ситуация, с одной стороны, Гостаможенный комитет, который финансируется республиканским бюджетом, делает отчисления в пенсионный фонд, но при этом те должностные лица Государственного таможенного комитета, которые выходят на пенсию, их пенсионное обеспечение осуществляется за счет республиканского бюджета. В 2016 году в указанной сфере деятельности, в сфере деятельности правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры, и органов, и в органах, в которых предусмотрена военная служба, были установлены льготы относительно этих органов, в соответствии с которым от отчисления в пенсионные фонды были освобождены сотрудники, как правоохранительные органы, так и органы, в которых предусмотрена военная служба. И, соответственно, проектом закона на сегодняшний день предусматривается освобождение Государственного таможенного комитета от страховых взносов в пенсионный фонд. Действующему законодательству из источников республиканского бюджета таможенный комитет должен был переводить средства в пенсионный фонд Республики Абхазия. Но данная процедура не проводилась ввиду того, что сказал представитель президента, потому что у нас уже есть прецедент в стране, что такие структуры, как Министерство обороны, практически весь силовой блок, обеспечение их пенсионного законодательства происходит за счет средств республиканского бюджета. И они освобождены от платежей в пенсионный фонд. И они не включены в категорию получателей пенсии по перечню, который утвержден законом, по пенсионному фонду. И ввиду того, что они получают за счет средств республиканского бюджета пенсию, поэтому мы приводим сегодня это в ту норму, которая она есть по факту. То есть это нарушение. В этом году должны были быть запланированы расходы по таможенному комитету ровно в большую сторону на ту сумму, которую надо было отчислять в пенсионный фонд. Этого не происходит сегодня, поэтому приводим, это незаконно. В рамках закона они должны отчислять в пенсионный фонд деньги. А ввиду того, что их пенсионное законодательство обеспечивается за счет средств республиканского бюджета, вот принято решение идти именно, уже прецедент есть, именно по этому прецеденту. Депутаты также внесли изменения в закон о рекламе. Документ представил Дмитрий Маршанья. Изменения устанавливают дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций. Закон запрещает установку рекламных конструкций в местах, установка в которых может повлечь нарушение общественной безопасности, либо вызвать неудобства для граждан, а также запрещается реклама курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для потребления никотиносодержащей продукции. В первом чтении внесены изменения в Гражданский кодекс. Предлагается ввести запрет на приобретение нежилых помещений в собственность с целью дальнейшего проживания в них. Сделано это для того, чтобы у нас в других нормативах, да, и в жилищном кодексе, и в статье 277 написано, что нельзя заниматься коммерческой деятельностью в жилых помещениях. Это получается у нас зеркальная норма, и у нас также статья 546 Гражданского кодекса гласит, то, что только граждане Республики Абхазия имеют право приобретать жилое имущество. И, к сожалению, бывает так, что в обход этой нормы иностранные граждане приобретают нежилые помещения, потом в них проживают. И чтобы эту норму еще больше усилить,
была такая инициатива. Депутаты парламента в первом чтении одобрили поправки в Конституционный закон о судебной власти, согласно которым Конституционный суд освободят от внедрения системы АСИС. Все решения Конституционного суда, они всегда принимаются коллегиально, то есть там нет такого, что было необходимо распределение между судьями. Это одна из основ работы вообще системы АСИС. Также Конституционный суд все свои решения, и он также дает информационно их выставляет, аудио, видеозапись ведется, трата существенных бюджетных средств, это я скажу там более 14 миллионов рублей. В этом плане, наверное, не имеет никакого смысла, и лучше бы мы пустили их на какие-то более нужные для государства направления. Депутаты дали согласие на перевод земельных участков из категории в категорию в селе Бабышара и поселке Гулрыбш и предоставление их под строительство жилого дома и дачи. Кроме того, решением народных избранников общества с ограниченной ответственностью Москва-Резорт предоставлено 20 гектаров земли в Пицунде для строительства санаторно-курортного объекта. Из них 4,12 гектаров постоянное пользование. Альга Трапш, Алексей Баструков, Нарсоу Цулуки, Абхазское телевидение.